В городе Якутске не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. У якутян, ранее госпитализированных в Якутскую республиканскую клиническую больницу, не выявили коронавирус. О том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать, рассказал заместитель начальника управления здравоохранения города Якутска Константин Аридаков. Основным методом профилактики в настоящее время является мытье рук. То есть после любого посещения учреждения, школьного, дошкольного и прочего, нужно обязательно мыть руки, потому что вирус передается контактным путем от человека к человеку. Кашель сухой, высокая температура, они способствуют, как говорится, передаче друг от человека к человеку. Значит, если кашляешь, то, по крайней мере, нужно кашлять, рекомендуется кашлять локоть локтя сюда, дабы мы прикрываем обычно лицо руками, а руками идем и здороваемся с другими людьми. И это один из способов передачи. Также, если посещаете общественные места, нужно пользоваться маской. Маска обычно предотвращает заражение 2-3 часа. То есть через 2-3 часа маску нужно менять и безжалостно выкидывать. По словам заместителя начальника управления здравоохранения Якутска, в городе создан штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и закуплено 28 тысяч медицинских масок, которые скоро поступят в продажу. Действительно, спрос в аптеках на медицинские маски подскочил. В аптеках они либо отсутствовали, либо были в наличии не во всех аптечных точках. Нет, сегодня нет. А когда будет? Ну, на неделе ожидаем, в конце недели, может быть, будет. А вы сколько уже заказали? На следующий год. Но мы вообще заказываем очень большое количество. Идут в пути уже маски. В наличии нет взрослых масок. Есть? Детские только. Есть наличие. А сколько стоит одна маска? Одна маска, они у нас в упаковке идут. По 5 штук. Симптомы коронавирусной инфекции аналогичны симптомам обычного сезонного гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Что необходимо сделать в случае обнаружения у себя первых признаков заболевания? Если почувствовали симптомы, это повышение температуры, сухой кашель, ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Обращайтесь в поликлинику или вызывайте врача на дом. Потому что если приходите в поликлинику, у вас есть контакт с человеком в анамнезе, который был в странах Юго-Восточной Азии, то к вам могут быть применены все соответствующие мероприятия по больному, подозрительному на коронавирус. На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, отменить рабочие визы для граждан Китая. Торговый комплекс «Столичный» работает в штатном режиме, только посетителей практически нет. Администрация торгового центра отказалась давать комментарии, допускается ли к работе граждане Китая, прилетевшие недавно с родины. Люди боятся, приходят маски, некоторые прибегают, быстро хватают что-нибудь и убегают. Ну вот вы видите, мы стоим без маски, ничего. Все время работаем, общаемся здесь и кушаем, и все. Все нормально. Которые прилетели, они тут не работают. Они находятся на карантине, как положено, все, изолированы. Так что не бойтесь. Для недопущения проникновения вируса введены ограничения движения через пункты пропуска на участках государственной границы России с Китаем. Так, на овощной базе Якутска ограничение привело к дефициту китайских овощей на рынке, из-за чего цены на помидоры и огурцы выросли в 2 раза. А Китайский нет, уже не пускает. А уличится, потому что сейчас из Новосибирска они отправляют товар, поэтому цена увеличилась. Просто ни у кого нету товара. У всех получается по чуть-чуть, по чуть-чуть. Поступление сегодняшнее было, по 300 рублей мы брали, по 300 мы продаем. И продали уже все? Не продали, никто не берет, сейчас народу нет, видите. Юрий Трутнев поручил ФАС принять меры, чтобы предотвратить рост цен на продукты в ДФО из-за временного ограничения с Китаем. В самом Китае для борьбы с коронавирусом будет тестироваться российский противовирусный препарат прямого действия. Специфических препаратов для лечения коронавируса нет. Проводится в основном симптоматическое лечение, так? Но они вызывают именно воспаление легких, то есть пневмонию. Поэтому много случаев таких с тяжелым летальным исходом. Простые антибактериальные препараты, они не применяются, они на вирус не действуют. Действуют только именно есть препараты противовирусные, которые, рекомендовать жителям для самостоятельного применения я не могу, только по назначению лечащего врача. Поэтому вызывайте врача. Если у вас есть температура, сухой надсадный кашель, затрудненное дыхание
и затягивать не стоит. Средний инкубационный период от 3 до 14 дней. Так, избегая излишней поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. Еще одним способом профилактики называется отказ от рукопожатий, поцелуев, объятий и распущенных волос. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ.